Zeytun Radyosu'nun Musafırı. Merhabаңыз, құрметті достар. Эфирде Zeytun радиосы. Сабамыз, әлбетте мен емінім яхшы олып башланды. Адым Эдип, егер бұл вақытын сіздерle geçirmeye hazırım. Ne de güzel, sabahdan nasıl insanlar, nasıl menfi duygularla insanlar bizni rast getirmese bile hepsi bir biz kullanamız, biz şenlenemiz ve umut edemiz ki her şey yaxşı olacak. Buna umut hakkında sonki vakitlari bizim ictimai ağlarımızda yanı yırcılarının yanı yırları peyda olmaya başladı ve sizlerge aytmağa izin veriniz ki bu gibi rubrika pek büyük bir meşhurlukni kazandı, muvaffakiyetli oldu. Mesela geçenleri biz Raziye Seytablayeva, Riyana Kadyrova, Stazis takımlarının ve yırcılarının yanı eserleri hakkında sizlerge birkaç meraklı şeylerini aytып berdik. Bugün ise efirimizde aynı böyle yanı yırcılardan biri istidatlı bir şerfe, pek meraklı yırlarını yırlagan Mavile Hanım geliyor. Mavile, selamünaleyküm. Мавиле, микрофон чуть-чуть поближе, такие у вас технические детали. Мавиле Ханым, как у тебя дела? Хорошо, все чё у нас. Машаллах, машаллах, это очень радует. С утра с хорошим настроением, вот вам привет. Да. Мавиле, а что ты знаешь про наше радио? Ой, ну, о вашем радио мне рассказали знакомые. Конечно же, и сразу это интернет, что из себя представляет Zeytun. Ну, привлекло, конечно, в первую очередь название. Очень такое теплое, да. Запоминающееся что-то. Это бренд. Мы вот видим прямых конкурентов себе: Apple, Amazon, Netflix. Ну, космет болса, посмотрим, как оно получится. Мавиле, совсем вот буквально недавно ты выпустила песню «Кара Козлер». Мы не могли ее не показать в наших социальных сетях, поскольку она нас зацепила. Я еще раз повторюсь, что она меня зацепила. Помимо того, что это качественная работа, видно, что ты в ней постаралась, поскольку аранжировку делал Амет Ситаров, это довольно известный аранжировщик-композитор, а текст песни писала Сиаре Кокчеусин. Это поэтесса крымско-татарская. Она непростая, у нее очень сильный язык, очень сильная лирика. Мне еще очень сильно понравилось, как ты благодаришь всех. Скажи, я повторюсь, мне кажется, что ты не поблагодарил только воспитателей в своем детском саду, которые сделали тебя такой вот позитивной, такой вот любительницей творчества. Скажи, давно ли ты хотела записать свою первую песню? И каким образом вообще, косвенно ли, не косвенно ли ты связана с музыкой? С музыкой вообще я связана с детства, это даже до детского сада. На стульчик с тобой спела? Да, на стульчик я еще, наверное, даже не стояла, а лежа на кроватке как-то так ручки вытаскивала около, ну, воображая, что я держу микрофон, что-то там пыталась, пела. Но на самом деле, когда что-то идет из души, ты уже по воле судьбы не можешь иначе смотреть на это дело. Если ты любишь петь, то есть в любом движении, в разговоре всегда присутствует, наверное, какая-то мелодичность. И когда особенно об этом говорят, это очень приятно. Песню я хотела записать, да, это была моя огромнейшая мечта просто, которая осуществилась благодаря Амету Ситарову, студии Thematic Beats. Я безумно благодарна Амету, что он меня поддерживал. Как-то мы с ним познакомились на конкурсе. Он, видимо, увидел мои какие-то такие глаза горящие, или я не знаю, что он во мне заметил, но в течение года от него была огромнейшая просто поддержка. И вот как-то я так решилась, не без помощи, конечно, тех людей, которых я благодарила в посте своем, о которых вы говорили. Я приехала к нему на студию, и вот наша работа, так скажем, началась. Замечательно. Мавиле, скажи, пожалуйста, почему именно Кара Козлер? То есть ты сама попросила Сиаре Ханум? Или как-то это была ее инициатива?
С чем это связано? Ну, наверное, начну с того, как мы вообще познакомились с Ериханом. Как-то случай вот так сложился, что она меня пригласила на вечер благотворительный. Я послушала ее, как правильно сказать, стихотворение, да, так скажем, вот то, что она пишет, чем она вообще живет, дышит. Ну, на самом деле меня очень впечатлило это все, и я как-то сразу определенно вот так вот наметила Ерихан к себе в блокнотике, так скажем, что я хочу текст для своей первой песни именно от нее, потому что как-то мы друг друга почувствовали. Почему Харакозлер? Вообще я хотела изначально песню такую, знаете, легкую, ненавязчивую. Мне очень нравится джаз, мне очень нравится блюз, и как-то мне хотелось это все соединить и как-то сделать в такой восточной манере. Вот. Ну и, конечно же, хотелось текст легкий, точно такой же ненавязчивый, но чтобы там был огромнейший смысл. Не знаю, но я надеюсь, песня получилась такая невинная. Вот. Надеюсь, мне удалось это передать. Я уверен, потому что довольно-таки большую аудиторию ты собрала. Это немало просмотров. Это очень приятно, на самом деле. В общей сложности эту песню видела 6000 пользователей. Это немаленькая цифра. Мавиле, твоя первая песня, вообще своим творчеством, что ты хочешь привнести вот в нашу крымско-татарскую Алламин Барушласын эстраду? Эстраду, да. Я не хочу быть популярной, так скажем. Начнем с этого. Аскетизм, альтруизм. Да нет, вы знаете, я просто хочу делиться вот здесь, чтобы люди это слушали и воспринимали. Хочу внести свет, не знаю, любовь, доброту. Благородно. Большего не нужно, мне кажется. Это и завлекает. Благородно. Мавиле, а вот большинство наших крымско-татарских исполнителей, они несут любовь и доброту на свадебных мероприятиях или на прочих подобных вот, собственно, праздниках, торжествах. Ты готова к тому, чтобы твое творчество, оно проходило вот на таких мероприятиях тоже? Потому что так или иначе в нашем маленьком крымско-татарском социуме, конечно, богатом с точки зрения культуры, музыка чаще всего воспринимается лучше в таком формате и оценивают ее лучше в таком формате. И старшее поколение, оно хоть и недалеко от социальных сетей, это, скажем, Facebook и Одноклассники, все-таки привыкла оценивать музыку вживую. Ты сама готова к тому, что вот тебя завтра, послезавтра позовут, просят спеть? Ну, на самом деле, опыт работы на свадьбе у меня уже был, но не с моей песней, пока не с личной. Да, конечно, безусловно, песня в таких моментах будет заряжаться вот тем чувством. Если, например, это свадьба, и я спою Харакозлер, которую можно представить как посвящение мужу будущему, да? Ну, то есть это круто, мне кажется. А он разрешает тебе заниматься творчеством? Муж твой будущий? Вы знаете, у меня Просто есть вот работа, у у нас- меня есть творчество, поэтому о муже будущем так сторонне. Это абстрактная фигура, то есть его Да, такового нет. это... Да, Вот, на заметку нашим зрителям. да. Мавиле, на Западе есть такие персонажи, как Лана Дель Рей, Лера Лин. В постсоветском пространстве в СНГ недавно появились такие персонажи, как Луна и Гречка. Кстати, несмотря на название, творчество очень хорошее. Это независимые такие вот, с точки зрения творческой исполнительницы, которые вот исполняют именно такое что-то на стыке блюза и поп-музыки, и немного электронщины. Они вот именно что-то такое несут. Тебе не кажется, что в нашем крымско-татарском сегменте музыкальном не хватает чего-то такого? Поскольку, ну вот действительно, возьмем последние новые песни, штук 10.
и в большинстве своем рассчитаны вот как бы на свадьбу. Да. Насколько бы этого не было бы логично, потому что, ну, как бы все мы понимаем, что, ну, камон, надо работать на свадьбах, но нужно что-то и же крутое делать. Опять же, мы с тобой до этого обсуждали, есть Альфа Леон, которые одну Да. песню выпустили, но они так стрельнули, что до сих пор все ходят. Да. Ну, ребята молодцы, на самом Да. деле. Я поняла, что вы хотите этим сказать. Ты хочешь этим сказать, или мы уже я договаривались? хочу. Да, все, Нас исправляюсь. Да, нам не хватает нашей культуре, новой культуре, вот чего-то своего. То есть мы должны идти в ногу со временем, несомненно. Мы не должны отходить от тех старинок, которым уже там более 300 лет, 100 лет. Мы должны это все сохранять, но 21 век на дворе, мы, конечно же, должны привносить что-то свое. Вот оставить ту форму, но поверхность, вот эту оболочку, мы должны... Форму что ты имеешь в виду? Форму старинок. Например, если взять... В чем она должна проявляться? Начну издалека. Например, если взять старинную крымско-татарскую песню. Сейчас мода идет на каверы, то есть на всякого такого. Например, взять песню «Лейлям» на «Шукозверы яхтамена». Вот. Очень много обработок новых, которые отошли от вот этой вот изюминки самой. Слова остались, остался мотив, но нет колорита, что ли. Мы должны оставить то основное, что изначально было вложено в эту песню, и добавить что-то свое. Басы, то есть, что ценится сейчас. Я не знаю, я здесь с тобой не соглашусь. Мне кажется, что, опять же, есть масса, просто невероятное количество талантливых писателей в Крыму. Именно писатели песен. Урие Кадырова, опять же, серия Ханум, Хатиджа Мустафаева. Есть еще мои Абдулганиева. Даже я пишу, понимаете? Даже я пишу. Не кажется, что вот эти песни нужно оставить народникам, чтобы они вот их пели в народном стиле? Если хочется сделать что-то новое, Джан Курбан, возьмите этого поэта, скажите, Да. напиши мне песню, камон. Поэтому я сказала, что я начну издалека. Это что касаемо каверов, которые сейчас делают. То есть изюминка должна остаться, а привносить свое новое мы должны очень осторожно и очень аккуратно, чтобы не испортить то, что было написано до нас. А что касаемо именно новых песен, мы привыкли к тому, что либо 7/8 Хайдарма вышли, Левка, в общем, да, либо это лирика. Конечно. Среднего нет. Моя песня «Харакозлер», вот она, я считаю, среднего такого мотива. Например, если брать вот Лану Дель Рей, да? Конечно. Несомненно, это безупречное просто ее творчество. Мне казалось бы, это очень странно бы звучало, например, взять ее песню, перевести на крымско-татарский язык. Это очень так. Многие, мне кажется, к сожалению, этого не будут. Ну а насчет написания новых песен, выявления какого-то своего стиля, это, конечно же, очень круто. Я бы сама безумно хотела найти какой-то свой стиль. Это долгая работа на самом деле. И над собой, и над желаниями, потому что нужно на самом деле определиться, что. Я тебя услышал. Мы очень уже довольно-таки большое количество времени проговорили про вещи такие абстрактные, да, поговорили конкретно. Откуда ты сама? Я из Джанкойского района. Замечательно. На самом деле это не так уж и далеко, как все думают. Да, я знаю, всего лишь 200 километров с копейкой. Да нет. А вот на данный момент чем ты занимаешься? Как ты проводишь свой день? Основное это, конечно, моя работа. А где работаешь? Я работаю в досуговом клубе. У меня должность, я заведующая, то есть на мне дети, на мне все, на мне все бумажки. Ответственно. Это безумно ответственно, но душу и стремление вот к этому всему добавляет мне моя стажировка в легендарнейшем ансамбле, крымско-татарском ансамбле песни и танца «Хайдарма».
Это огромная честь, я безумно этим горжусь и говорю об этом, знаете, с такой осторожностью, наверное, потому что... Чтоб не сдать. Костимес. Костимес, деп, А в комментариях мы выложим Назар Дуаса достар. Çok sağ olun, очень поблагодарю вас за это. Нет, с осторожностью, потому что очень страшно не оправдать то, что тебе доверил художественный руководитель, директор. Страшно не оправдать надежды родных и близких, которые знают, что ты там, которые приходят на концерт и видят тебя. И страшно подвести саму себя, что, выходя на сцену, ты прекрасно понимаешь, с какими людьми тебе приходится работать и с кем ты стоишь на одной сцене. Это заслуженный артист, народный артист. То есть это Рустембек Абильтаров, это вообще золотой голос, это золотая труба Крыма Раиф Ага Алиев. Это музыканты, это балет, это солисты, это главным образом художественный руководитель ансамбля Этнолбанта Эльмира Ханум. Вот. Это, конечно, очень дорого стоит. Это на самом деле. Переехать из Джанкоя в Евпаторию ты уже готова морально? Вы знаете, готова. Да, я прям мечтаю об этом. Я полюбила Евпаторию. Ансамбль находится там, в городском театре. С первых дней, когда я приехала, уже мне навеяло, я уже тогда почувствовала, что что-то будет. Кажется, я здесь останусь. Я готова. Я готова к изменениям. Главное, чтобы все было стабильно. Чтобы не было вопросов. Это очень хорошо. Далее, когда нам ждать твою следующую песню? Ой, это такой вопрос. У меня очень много сейчас идей, много желаний, много того, что я хочу. Но на одном определенном чем-то остановиться я пока не могу. Вот выбрать для себя что-то основное. Какую я хочу песню, да? Как мы говорили до этого, 7/8 формат танцевальная, лирика, или опять остаться в каком-то своем стиле, в таком нейтральном. Хасмет, ну, быть может, летом или до лета. Вот. Господи, будем правдивы, летом все заняты, летом все работают. Не будет никакого времени летом. Нет, у меня не будет как раз таки времени летом. Да. Летом у меня очень хорошо будет. Молодец, отметился. Кого из крымско-татарских исполнителей ты сама слушаешь? Из молодых или вообще, да? Вот из молодых трое и из уже уважаемых. Если можно, я начну с уже уважаемых. Конечно. Конечно же, это наши кладези, нашей культуры. Это Урие Керменчуки, конечно же, это Сабрия Раджабова. Это Фивзи Белялов. То есть это вот те наши кладези, которые сохранили нашу культуру. За что безумно им благодарна просто, что у нас есть вообще возможность сейчас превозносить их, слушать и, быть может, даже ставить, не быть может, а на самом деле ставить в пример. Из более такого поколения мне очень нравится Эльмира Ханум Нурбантова. Это сейчас, на самом деле, откровенно, это показатель артиста, вплоть до взгляда. Я уже молчу о вокале, потому что он безупречен на самом деле. Почему до взгляда? Потому что там присутствует такая женственность. Вплоть до того, как правильно держать микрофон. Ну, то есть это все очень щепетильно, а уж тем более, когда ты сама понимаешь, что ты стоишь на сцене, и ты замечаешь очень много таких деталей. Из молодых... Прям молодых. Прям молодых. Мне очень нравится начинающий. Записей, конечно же, немного, но вот Нилюфер Халилова. Да, ну молодец, нравится. Да, очень такой у нее тембр приятный. Мне очень нравится София Денишева, Риан Кадырова, Элина Сосновская, Сусана Максутова. Ну, я их всех знаю, с ними всеми общаюсь. И, на самом деле, это такие очень открытые люди и очень талантливые. Господи, я слушал все, я вот послушал всех, ни одного парня, ни одного мужчины. Ну ладно. У нас, к сожалению, с этим небольшие проблемы.
насчет парня, да, вот проблемы, но Ну а насчет как же, мужчин- например, Асан Харидинов, например, Асан Белялов, Марлен Вот Сик- я хотела Ладно, и считается. мужчин Ладно. отнести. Вот Асан Агабелялов. Это вообще такой человек, прям Человек Карлгач. человек Карлгач. Он на самом деле как птичка, он летает, он такой открытый. А Чех Юрек, на самом деле, я ему безумно благодарна, он меня очень поддерживает. Асан Ага просто вот Джан Юриктен, Чех Саха у нас. Замечательно. Мавиле, ты так или иначе вот дома, когда занята своими делами, по настроению, так или иначе что-то себе под нос поешь, бубнишь, так сказать. Игра. Я называю тебе одно из чувств, эмоций, ощущений, а ты под это подбираешь песню. Неважно на каком языке, неважно какой мотив, просто вот то, что у тебя ассоциируется с этим чувством. Готова? Да, правда, все песни почему-то повылетали из Ничего. головы. Просто то, что тебе придет в голову. Тоска. Тоска. Это русский репертуар, наверное, Вайна Шафрин. Я ее исполняю. Пропой чуть-чуть. Я хочу, чтобы это был сон, но, по-моему, я не сплю, я болею тобой. Я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Круто. Грусть. Я бы тоже эту песню, кстати, отнесла бы грусти. Но нельзя, уже нет. Грусть. Я просто оптимист, и поэтому такие песни для меня. Наверное, Джамала «Обещай». Дальше. Хорошо. Удивление. И пропой, пожалуйста. Удивление? Да. Вы прям вгоняете меня в ступор. Первое, что придет в голову. Представь, что ты сейчас не в студии, а где-то дома готовишь какой-нибудь шикарный плов. Удивление? Ой, удивление, это моя песня, наверное. Харакозлер. Вот пропой её. Записала, удивилась. Харакозлер, divani yaptılar, Харакозлер, meni izler. Харакозлер, gönlümü yaktılar, Харакозлер, Харакозлер. Харакозлер, divani yaptılar, Харакозлер, yok ettiler. Харакозлер, derdine çare yok, Харакозлер, Харакозлер. Круто. Радость. Радость. Я вижу счастье внутри, смотри, оно с тобой связано. Это елка. Замечательно. Вот это на самом деле первая песня, которая пришла в голову. Прям так ударила. Круто. Интрига. Rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance. Кончита Вюрст. Да. Прикольно. Вот если вот, да. Минутка юмора, да, так скажем. Заинтриговала, да. И последнее, умиление. Когда вот видишь что-то миленькое. Что-то миленькое. Don't worry, be happy. Конечно. Замечательно. Сразу дети. Если миленькое, то это дети. Сегодня у одного твоего очень близкого человека день рождения, поздравлю. Ой, что самого, что вы о нем вспомнили. Сегодня день рождения у головы нашей семьи. Это моя бабушка, моя артанашка, моя бедашка. Женщина с большой буквы, 32-го года рождения, 1932. Ей сегодня исполняется 86 лет. Я безумно горжусь своей бабушкой, потому что это все. Это и депортация, это и голод, это и война. Было очень много увидено, было очень много пережито, и я желаю счастья, здоровья, Алла Салух берсин, и чтобы мы еще вот на протяжении многих-многих-многих лет собирались вот в такой дружной компании, не менее 15 человек, чтобы отпраздновать ее последующие дни рождения. Машалла. Мавиле, чох сау, что ты сегодня посетила наше замечательное радио Хсметулса. Надеюсь, что на этом наше сотрудничество только начинается, и в будущем наши зрители смогут увидеть много больше твоего творчества, а мы будем у вас вещать. Аллах разы olsun, işin kolay gelsin.
Дорогие друзья, кıymetli dostlar, mına böylelikle bizim bugünkü efirimiz yavaş-yavaş o sonuna gelmekte. Gene de sizlerge hatırlatmağa isteyim ki bugün efirimizde yaş Yercemil Abkerimova oldu ve mına biz onun yanı hakkında pek çok laf ettik. Şimdi onu dinleyeceksiniz. Adım Edip Emir, bugün sizlerge de kaytacağım Zeytun Radyosu ile emakta olunuz.